За последние 10 лет производство меда в нашей стране увеличилось на 22%. При этом большая его часть производится в личных подсобных хозяйствах. По данным Минсельхоза, на их долю приходится почти 94% пчелосемей. Наша съемочная группа отправилась на пасеку известного в республике пчеловода Алексея Федорова в деревню Камайкасы Цивильского района и узнала у производителя сладкого лакомства, какой урожай он рассчитывает получить в этом сезоне. Ставлю так, а это ставлю сюда. Видите, здесь проход есть? Да. Вот. А сюда, если корм или там лечебная вода или что, туда не заходит. А здесь можно отсюда открыть, воронку поставить, налить, сколько нужно. Вон пчела зашла. Вот она бегает, уже ищет. Приспособлений, облегчающих жизнь пчелам и пчеловодам, в хозяйстве Алексея Федорова не один десяток. Причем большинство собственного изобретения. Сегодня пасека Алексея Игнатьевича насчитывает 50 семей. В каждом улье вентилируемое подрамочное пространство и поддон для удаления отходов. Особая гордость линии по производству вощины. Пчелиный воск сначала разогревают вот в этом отсеке до 140 градусов, потом, понизив температуру, создают из сырья рифленый лист, основу из которой пчелы сооружают соты. Пасечник признается, при изготовлении таких пластинок не используют никакой химии. Специально я на той стороне вырыл колодец. И вот поставил, видите, такое оборудование через фильтр. У меня вода чистейшая идет. Приусадебный участок Алексея Федорова заставлен ульями. В каждом таком домике живут пчелы разных пород – карника или карпатка. А вот этот двухэтажный павильон – настоящая фабрика по производству меда. Такого роскошного особняка нет ни у одних пчел республики, шутит пчеловод-ученый. В нем все продумано до мелочей. Через эти литки насекомые залетают в улей. Кстати, на зимовку крылатое семейство остается в них же и не мерзнет. А в этой комнате качают мед. Алексей Игнатьевич рассказывает, за почти 30 лет пчеловодческой деятельности вывел для себя идеальный сорт меда – липовый чувашский. У нас и тепло есть, и в запахе появляется, все здесь есть. Например, в Вологодской области, вот я туда ездил на охоту, там мед просто сладкий. Там нету вот того вот медового вкуса, такого запаха там нету. И вот они тоже сразу... Сначала они не поверили, а потом, смотрю, ложками начали кушать. Наш мед им понравился, да. Правда, на слишком высокий урожай меда в этом году рассчитывать не приходится, отмечает пасечник. Хорошо, если семье удастся собрать 40 килограммов сладкого лакомства, добавляет Алексей Федоров. Подвели погода и распыленные на полях химикаты. Но трудности пчеловода не пугают. Дело всей жизни забрасывать он не собирается. Объясняет это тем, что медоносница в свое время помогла ему встать на ноги после тяжелой болезни. Это очень полезно. Я же говорю, вот у меня 3 инфаркта было. Вот недавно я ходил на УЗИ, сказали, у тебя инфаркт рассосался. Рубцов нету. Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Владимир Синдеев. Вести. Чувашия.